Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что неожиданно случится в вашей личной жизни? Загадайте, пожалуйста, на себя, на неожиданность, на личную жизнь и, конечно же, загадайте свои временные рамки. И пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить вам на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть Ого! Так, мои хорошие, у вас тут два дерева. Одно сухое, но оно оживает, а второе у вас вообще пальма. Ну надо же, экзотика, будет экзотика. Ну что, давайте разбираться. Во-первых, я хочу сказать, что вы в загаданный срок просто преобразитесь. Вот она, вы звезда. И на вас мужчины, да и женщины, все будут смотреть как на звезду. Вот даже завистники, даже недоброжелатели будут охать и ахать и делать вам комплименты. И прям расспрашивать будут, что ты делала, что колола, что принимала, у какого врача, да, там эстетику делала. А вы будете вот так пожимать плечами, теряться немножко и говорить, да я ничего не делала, да, никаких изменений, никаких там процедур, да, ничего такого серьезного я не делала. У вас меняется энергетика, у вас, вот мне идет, что заканчивается какой-то период спячки, период трансформации, период испытаний, да, период забвения, одиночества. Вот этот период у вас заканчивается. И вы из него выходите просто вот как заново на свет народились, звездой выходите, до такой яркой, что люди буквально будут встречать вас, аплодируя стоя, да, прям будут там охать-ахать, падать, мужчины там тем более будут падать. Вот преображение, мне идет преображение. Может быть, да, вы что-то и делали, но вы больше, наверное, делали для внутренней своей девочки, да, вы, может быть, какие-то психологические труды читали, может быть, вы работали с психотерапевтом, может быть, вы ежедневно медитировали, может быть, вы брали аскезу, да, вот что-то вы делали, что действительно вам и помогло, и придала вам этот лоск, сияние, свет, да, вашу красоту проявит. Вот так мне идет. Кто сидел на диете, девочки, так похорошеете, что вот как будто бы лет 20 сбросила. Вместе с этими лишними килограммами, да, 20 лет сбросила. Просто что-то с чем-то. Вы будете видеть свой свет, свое сияние в глазах тех людей, с кем вы будете общаться. Вот. И эта информация дойдет до того, с кем у вас было дерево. Дерево – это очень близкие взаимоотношения, это обычно брачные отношения, да, то есть бывший муж, бывший парень, с кем вы уже буквально были как муж и жена, к этому шли. Да, вот дерево ваше засохшее, то есть, скорее всего, вы расстались, разругались, расстались, развелись, и это как бы уже в прошлом, да, времени достаточно много прошло. Когда ваш бывший услышит о том, как о вас отзываются люди, как они вами восхищаются, как они там сознание теряют от вашей красоты, от вашего шарма, конечно, он тоже возбудится. Ему захочется вас увидеть, ему захочется, ну вот как, знаете, наверное, самому себе доказать, что такого быть не может, что он вас хорошо знает, он с вами много жил, он видел вас любой, и ну, что вы не можете настолько прям измениться, что все в вас влюбились, да, вот он такой, пойду проверю, да, возьму наведу справки. И вот, девочки, ведомый именно вот таким интересом, этот бывший, он объявится, он появится, причем мне идет, что здесь конкретно вот он должен вас увидеть. Может, он постучится в ваши соцсети. Может быть, он и лично приедет. У кого-то лично вот идет приезд. И когда, девочки, он вас увидит, у него вот инсайт, прозрение, разрыв шаблонов, сотрясение мозга, не знаю, как назвать, с ним такое случится. Это какое-то небывалое событие, как, не знаю, комета. Да? Комета, которая летит, и все завороженно на нее смотрят.
здесь до мужчины дойдет, что на самом деле это вы, любовь всей его жизни, и что лучше, краше никого на свете нет. Вы не просто красавица, вы не просто умница, вы его роднулечка, любимочка, вы его, понимаете, вот это до него дойдет. И та любовь, которая в нем была к вам, ну, где-то там была, да, может, она очень слабенькая была, может, там где-то он ее спрятал в сердце, она восстанет, она прорвется, она мужчину, ну, будто бы, знаете, вот медным тазом накроет, либо колоколом, и вот несколько раз дун-дун-дун. Он буквально сойдет с ума по вам, девочки, и вы это будете видеть. Вы будете видеть в его реакциях, потому что таких реакций вы еще никогда не видели. Вы не видели, чтобы он там заикался, чтобы он запинался, чтобы он краснел, бледнел, потел, да? Вы никогда этого не видели. И вы прям в этот момент почувствуете себя, ну, не знаю, императрицей, да, богиней красоты и плодородия, да, вот почувствуете себя на совершенно другом уровне. Возможно, вы этой реакции от него всегда ждали, ну хотя бы приблизительно такой, да, чтобы он там сделал комплимент, восхитился, похвалил, признался в любви, сказал, что вы красавица, да, вы этого всегда интуитивно и ждали, и хотели, но он вам этого не давал. Он, возможно, вас даже в последнее время начал критиковать, что вы там попу отъела, двойной подбородок, придумывал то, чего нет, да? То есть его слова, они как жало осы, вас больно жалили. А тут, представляете, он на вас смотрит, как на божество, на ожившую богиню. И вот ведет себя как ребенок, наверное, да, причем такой вот несуразный ребенок. Это будет время вашего триумфа, это будет момент вашей сатисфакции. И вы поймете, что он у вас в руках, что вы можете с ним сделать все, что вы захотите, и он не будет против. Он не будет против. Слушайте, ну вот эта встреча с бывшим, она просто какая-то бомбическая, незабываемая идет. Вы прям душу отведете. Мне кажется, что вы даже как-то над ним будете подтрунивать и немножечко стебать его, да, немножко поиздеваетесь над ним, но потому что он заслужил, потому что он как бы тот человек, который сделал вам больно. За любовь он боль вам давал, понимаете? И тут он такой в ваших руках, готовенький, ну, будете играть с ним, как кошечка, с такой, знаете, немножко в полусознательном состоянии мышкой, да, либо крыской, ну, смотря как вы к нему относитесь. И он, девочки, смотрите, тут весь такой: люблю, люблю, не могу, я все понял, только тебя люблю, давай еще, кольцо тут сразу, гнездо. Ой, он вам будет предлагать весь мир, всю вселенную и все, что у него есть в придачу. Но вы же девушка умная, да, вы понимаете, что этот хряк вам больше не нужен. Он уже, как, вы выросли из этих иллюзий, да, вы уже не позволите себя обмануть. Вы уже стали как сильнее, и у вас даже какой-то иммунитет к нему выработался. Если раньше было достаточно от него каких-то мягких, добрых слов, либо просто теплого взгляда, и вы уже все таяли, то теперь вы такая: о, фу, нет, вообще не интересует, вообще ничего нет к этому человеку. Вот мне идет, что вы на нем прям отыграетесь за всю ту ужасную ситуацию, которая у вас с ним произошла, за все обиды, за все пустые претензии, за то, что вы его ждали там бессонными ночами, когда он с друзьями развлекался, еще неизвестно только ли с друзьями, за то, что слушал свою маму, за то, что вас унижал, да, за все отыграетесь. И потом очень красиво его прям пинком отправите туда, откуда он вылез. И смотрите, а он ведь не обидится, девчонки, он не обидится. Он и дальше из своего этого места, видите, будет махать вам, предлагать домик, видите, иди ко мне, я создам с тобой семью, я подарю тебе дом, мы будем жить как раньше, даже лучше. То есть он уже не успокоится. Вот он увидит, кого он потерял. Не просто увидит, он это почувствует. Вот так мне идет. Ну, вы тут, смотрите, какая вы крутая, вы тут вся из себя. Еще с какой-то подружкой будете это все там планировать, обсуждать, прям посмеетесь, повеселитесь. Прекрасное время вас ждет. Бывшего своего накажете, причем очень сильно накажете. Накажете так, как себе представить не могли. Вот вы такая прекрасная, все вами восхищаются, а вы ему говорите: нет, вы ему недоступны. Вот, все, пожалеет, локти будет кусать, но вас уже не вернет. Так, еще, я вижу, что у вас какие-то знакомства идут, причем эти знакомства у вас как будто бы одним днем. Возможно, вы действительно
почувствуете в себе силы, желание, энергию и отправитесь на какое-то увеселительное мероприятие. Допустим, там, с подружками в ночной клуб, да, либо в какой-то там бар, да, может быть, какая-то программа где-то в ресторане. Может быть, какой-то корпоратив будет тоже как вариант. Вот куда-то вы отправитесь. И за один вечер, за одну ночь вы познакомитесь с огромным количеством мужчин. То есть мужчины, как эти мухи, назойливые мухи на варенье, летят к вам. И вы такая, ну блин, ну почему они все летят? Почему я дихлофос дома оставила, да? Вы в какой-то момент просто уже вот эти лица, они будут плыть, как одно какое-то мужское лицо. У вас столько контактов появится, столько мужчин потом начнут вам там написывать, названивать и всячески с вами там здороваться, если вы где-то встретитесь. Просто реально очень сильно расширяется круг вашего знакомств с огромным количеством мужчин. И вы знаете, мужчины, надо отдать должное, очень такие приятные. Не какие-то там гопники, да, а вот именно нормальные, воспитанные, хорошие мужчины с хорошей работой, с хорошими данными, да. То есть, в принципе, тут даже какие-то полезные связи могут быть. И еще безотказные. Для вас эти мужчины будут безотказные. Здесь вот какая-то подружка у вас все время показывается, и эта подружка, она буквально как зажигалка, и она так рада, что вы пришли в себя, что вы опять стали сиять, что вы больше не грустите, что вы не сидите дома, что вам хочется вот развлечений, красивых цветов, там, одежды новой. Вот она прям очень сильно за вас радуется, и она пытается вот куда-то вас там выводить в свет, в люди, и вы классно с ней время проводите. Так, еще пальма. Пальма – это экзотика. Вот хотите верить, хотите нет, но в тот срок, который вы загадали, у вас появится какой-то экзотический мужчина. О чем это говорит? Ну, во-первых, мужчина может быть иностранцем, а мужчина может быть другой расы. Представляете, вы такая белоснежка, а он такой вот смугленький, да, мужчинка. А мужчина может быть другой религии. А мужчина может быть даже какой-то такой экзотической профессии. Ну, интересный мужчина. И надо отдать должное, вы с этим мужчиной, ну, буквально друг друга чувствуете. Ну, сейчас такую вещь скажу, да, он там на вас посмотрит, а у вас там дрожь идет, да. Либо он к вам прикоснется, и вы такая, все. Держите меня, сейчас сознание потеряю. И у него тоже на вас такая реакция идет. Но единственное, что у мужчины ботинки перед головой. То есть, скорее всего, он временно окажется в ваших краях, и ему нужно будет уезжать. А может быть, этот мужчина, он вообще какой-то иностранец, и вы с ним, допустим, в интернете познакомитесь. И он может к вам приехать там буквально на какой-то короткий срок. Ну, этого мало, да, этого мало, чтобы почувствовать человека, чтобы ближе познакомиться, увидеть его в каких-то, реалиях жизни, да, потому что в интернете что угодно можно говорить друг о друге, да, в интернете это как другой мир, вот. Это грустный момент. Но с другой стороны, пальма-то у вас справа, если дерево сухое слева, это прям 100% нет, а пальма у вас справа идет. Еще, девушки, у кого-то по этой пальме может отыграться человек, с кем вы, допустим, когда-то были знакомы, но у вас с ним ничего не было, либо быть не могло, допустим, вы были не свободны, либо он был не свободен. Потом он куда-то уехал, причем далеко и надолго, и долго жил без вас, да, а вы долго жили без него. Вы о друг друге ничего не знали, и тут вы раз там встречаетесь. И он для вас прям как экзотичный, потому что у него уже другие манеры, другие привычки. Опять же, то, что он жил в другой стране, тоже наложило на него свой отпечаток. Какой-то он необычный для вас. Пальма все-таки экзотика. Вот. Грустно то, что вы не можете достаточно проводить время рядом, но то, что вы друг другу испытываете, это прекрасно. Видите, еще кораблик здесь показан. То есть вы понимаете, что если вы с этим мужчиной сойдетесь, то вам придется радикально изменить свою жизнь. Вот. Это как бы и будоражит, а с другой стороны это немножко пугает. Вы такая, я только жить начала, я только почувствовала вкус к жизни, и вот все менять я не могу, либо я боюсь. Да, имеете право. Так что, девчонки, будет чему порадоваться и будет на чем отыграться. Также я вижу у кого-то на работе,
Мне вот идет мужчина, который, ну, старше вас, старше по должности, старше по возрасту, там, не знаю, начальник какой-то, допустим, либо коллега, который занимает более высокое положение, привилегированное положение, там, ну, не знаю, начальник отдела, допустим, пусть будет, либо старший, там, кто, менеджер. Вот, этот мужчина, он, ну, он тебя вести странно начнет, именно к вам. Как будто бы он о вас, как папа печется, да, как отец родной о вас печется. И вы такая, блин, а что происходит, да? Ну зачем мне такое внимание? Тем более, ну все другие коллеги видят, но это как-то неудобно, это неприлично. То есть там могут разговоры пойти, что он ваш папик, да, либо что он, возможно, действительно какой-то там, типа, блудный отец, да, который там нашел свою дочь. Слушайте, ну тут прям станете героиней разговоров, и вы даже с этим мужчиной будете говорить о том, что он так себя ведет, что не надо так себя вести, что вы не хотите скандала, вы не хотите этих сплетен, вы не хотите всего этого напряжения. А этот мужчина будет как-то вас гладить по голове и говорит, да что ты, типа, ничего плохого в этом нет, да, я же там не пристаю к тебе, я же там ничего не делаю. И вот он проявляет именно какую-то вот отеческую заботу, гиперопеку над вами. Сначала вы, да, вот так сторонитесь, и для вас важно, что люди подумают. А потом вы такая думаете, да почему бы и нет? Особенно если вы росли без отца, либо ваш отец, ну, не давал вам той отцовской любви, которую бы вы хотели. Вы такая, да пошли все нахрен, да? Пусть будет так, как будет. Если человек, ну вот, не обижает меня, наоборот, вот помогает, как-то там себя ведет очень по-теплому, почему бы и нет? И вы знаете, у вас прям отношения действительно невероятные складываются с этим мужчиной. Как, ну, дочь и отец мне идет. Вот прям чувствуете, что он заботится, но не понимаете почему. И он вам ничего не будет говорить почему. И даже я не вижу, почему он так о вас заботится. Но он буквально из себя делает, ну, крышу домика над вами. Да? Вот это полная защита, опека и покровительство. Сейчас я хочу попробовать взять карты. Может быть, карты поймут, почему он так себя ведет. Но я не понимаю, и песок не показывает. Почему этот мужчина так будет вести себя? Здесь никакого намека на интим, на влюбленность, на пошлость, ничего нет. Здесь именно вот стопроцентное желание вас защитить, уберечь, покровительствовать, оберегать, обучать, понимаете, проявлять к вам заботу. Давайте посмотрим, почему этот мужчина так себя будет вести. Почему? Ну, понятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах, так красиво все начиналось. Ну да, медведь-защитник выходит. Вы знаете, этот мужчина, он реально сильный по духу. Вот редко такие люди бывают, и редко кто так может, как он. Вот он видит и понимает, что вы друг другу, ну, не можете стать судьбой, да. Скорее всего, он не свободен, возможно, ну, у него там семья уже, дети, внуки, да, ну, как бы бесу ребро, да, как седина в бороду, бесу ребро. И он такой, ну, блин, как бы, да, я не могу с ней быть вместе, но я же могу ее любить как дочь, я же могу себя, ну, вот как переломать, да, и свою любовь выражать в виде заботы. Нет, он не будет, девочки, на вас никогда покушаться, хотя он вас любит, и он свою любовь к вам будет вот чисто платонически проявлять. Да, он будет вашим покровителем, и да, он будет вашим защитником. Ну, вот действительно как отец родной. Не надо его бояться, и не надо там что-то думать, придумывать. Мне идет, что это во благо. Ну, хоть таким образом он сможет быть с вами рядом и выражать свою любовь. Вот. Никакой провокации. Ну, повод для слухов, конечно, будет. Но, опять же, будут говорить, что вы его какая-то мини-брачная дочь. Да, вот такие слухи будут ходить, но никак не то, что вы любовники. У него хорошая репутация, у вас хорошая репутация. Ну, просто как бы видно, что он защищает вас и заботится. Но при этом он не смотрит на вас, как мужчина на женщину. Он смотрит на вас, как отец на дочь. Да? И все это будут замечать и подмечать. Ну, я вас поздравляю. У вас второй папа появился. Фей. Крестный папа. Ну, что есть, то есть. Пользуйтесь. Конечно, во благо, девочки. У кого особенно вот с отцом были проблемы, либо отца не было, то для вас это прям душу отведете рядом с таким замечательным и добрым мужчиной. Мне вообще идет, что он даже вас там будет знакомить там, то ли с детьми своими, то ли с внуками, то ли с женой, там, не знаю, с какими-то родичами будет знакомить.
И, ну, как бы немножко некомфортно, но с другой стороны ничего такого крамольного нет. Замечательные у вас отношения. Мне еще кажется, что он вас как-то в жизни подтолкнет, протолкнет куда-то, вот он вас в лучшие условия благодаря ему. Ну, во благо, да, во благо, пусть будет вам во благо. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.